Турнир среди взрослых и детских команд проходил с 26 по 27 июля на территории пансионата «Литфонд». На специальном баскетбольном стадионе со шведским покрытием развернулась увлекательная игра, которая объединила спортсменов разных возрастов. Баскетбол – это не просто спорт, это образ жизни, который вдохновляет и мотивирует людей по всему миру. Он отличается технической сложностью и дает возможность каждому игроку проявить свои навыки и способности. Баскетболом с юности занимался и великолепно играл второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш, который в свое время возглавлял сборную Абхазии по баскетболу и был председателем Федерации баскетбола Абхазии. Вот уже 5 лет в его честь турнир организовывает Росэнергоатом, Центр современных спортивных технологий при поддержке Госкомспорта и Федерации баскетбола Абхазии. У нас в этом году юбилейный 5-й турнир. Этот 5-й турнир очень хорошо, правильно совпал с 75-летием со дня рождения великого гражданина Республики Абхазия. Великого гражданина. И также он очень совпал хорошо со столетием баскетбола Республики Абхазия. Мы братья, мы очень близкие народы. И любая форма общения, спортивная, культурная, туристическая, образовательная, это здорово в первую очередь для наших молодых людей. Первое место среди юношей заняла команда «Крылья Абхазии», среди девушек «Спартак». На турнире среди мужских команд удалось выявить лучших. Первое место заняла команда «Реал Мадрид» из Гагры, второе место у Гудауты. Третьими стали две сухумские команды. Кубок среди мужских команд являлся отборочным турниром открытой межрегиональной лиги 3-3, победитель которого отправится на финал дивизиона Лига Регион. Я хочу от лица Федерации баскетбола Абхазии выразить огромную благодарность Усатому и лично Сергею Геннадьевичу Фомину. У нас подписан договор между Федерацией баскетбола Абхазии и этим центром по разным направлениям. И мало того, что мы проводим здесь турнир благодаря организации их, еще есть возможность нашим ребятам проходить обучение и судейские, и тренерские. Хочу выразить благодарность Джумберу Ничу Кибучава, который поддерживает всю эту инициативу нашу. Так что география тоже расширяется нашего турнира. Команд очень много, это и мальчики, и девочки. Партнером соревнований выступает представительство Россотрудничества в Абхазии. По словам руководителя представительства Дмитрия Федотова, победители смогут принять участие во всемирных играх соотечественников наряду со спортсменами из 90 стран мира. Для нас важно то, чтобы дети здесь развивались и развивались достаточно динамично и выходили на международный уровень. И если Росэнергоатом проводит, в общем-то, мероприятия здесь на территории Абхазии, то у нас, как федерального агентства со стороны России, есть возможность, по крайней мере, тех детей, которые смогут победить на этих соревнованиях, пригласить на наши всемирные игры соотечественников. И поэтому дети имеют возможность уже, скажем так, выступать на мировом уровне. На турнире спортсмены продемонстрировали высокий уровень игры. Призеры мероприятия были награждены кубками, медалями и грамотами. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.